Все, начинаю запись. Так, хотел спросить сначала, кто-нибудь там посмотрел то, что я скидывал? Кто-нибудь там есть какие-то вопросы перед предыдущим уроком, чтобы закрыть все? Ам, я начну, если никто не против. Окей. Я смотрела то, что вы скидывали, ссылки, и я читала про RPC, но я читала про RPC, в формате Microsoft Remote процедур. А, Мгм. я хотела спросить, какие мы будем использовать для мониторинга и будем ли мы это вообще делать? То есть, Да, понял. Так, а, окей. В принципе, могу ответить, но хотел сначала вот кто-нибудь там, что думает там, тоже смотрели RPC, допустим, сейчас давайте открою. Так, так, Мурзахмед, ты, допустим, смотрел, что такое RPC? Конечно, но не полностью. Только там видосики на ютубе. Окей. Кстати, Екатерина, можешь объяснить, что такое RPC в принципе? а, да, насколько насколько я поняла, что это процесс, который является, способом для, детектирования атак, киберугроз. То есть это удаленный вызов процедур. Читала. В принципе, да. То есть Ну, подробнее это расскажу. технология межпроцессного взаимодействия. Она с помощью нее программы могут вызывать функции, процедуры, удаленно, как будто они представлены локально. Мгм. То есть, насколько я поняла. Да, подробнее расскажу попозже в этом слайде. Так, Екатерина, у вас удалось ли посмотреть, что такое вот chain list и, допустим, там, Да, я что это смотрела. такое? Ну, Да, то то есть, есть, насколько я поняла, что это. вот, то есть есть разные блокчейны. Вот, допустим, тут прям, если скроллить, то прям бесконечное количество блокчейнов, там люди нас создавали. Допустим, тот же эфир, тут есть несколько point of connector, вот RPC написано. Я хотел, чтобы вы поняли, что такое RPC. Вот, попозже расскажу, конечно, но вот, допустим, даже у самого эфира Ethereum очень много RPC-шек. Тут, ну, те, которые заличены, есть еще, которые не заличены. Вот тот же самый Binance, который все знают тоже. Вот, в принципе, да. И хотел у вас тоже, чтобы вы посмотрели, что такое DeFi Lama. Это тоже работа с RPC, то есть работа с блокчейном. Так, кто-нибудь смотрел, что такое DeFi Lama? Я смотрела, но Екатерина? как бы, Да? Можете, что поняли, в принципе, из всеобщего обозрения? если честно, я его просто просмотрела, потому что я поняла, что Мгм. прошу А, прощения, у меня просто. окей. В принципе, DeFi это самая топовая бесплатная статистика. То есть, если вы хотите там, как блокчейн-девелопер, да, посмотреть, сколько денег крутится там, допустим, в протоколе, в эфире сегодня, вот, допустим, вот 43 миллиарда долларов, биллион, это миллиард, сейчас прям находится в эфире денег. Из них там, не знаю, 125 миллиардов, там, ну, а, чуть-чуть по-другому, но тут 125 миллиардов сейчас стейблкоины, это как USDT, USDC разные. Вот, а 43 миллиарда это как в депозите лежат как залоченные. То есть, ну, попозже объясню. Вот, и вот тут график роста, все это, то есть, потому что блокчейн это открыто же все, и тут все данные сохраняются. Таким образом, вот Дефилама вы можете там тоже посмотреть. И тут разные протоколы, то есть девелоперы они создают протоколы, допустим, Lido, Maker, Justland, там разные, вот. Из них
тоже показывает, сколько денег там. Вот, так, давайте закроем вот это. Окей, то же самое, как Dune, но он более гиковский. А, так, допустим, кликаем, что тут можно? Так, давайте первый, PancakeSwap. А, так, тут то же самое. Кто-нибудь работал с SQL тут? Да, работали. Да, вот, в SQL, то есть вот такие есть, это как, это уже как идет блокчейн в формате SQL. То есть есть тоже разные графики, это там столько транзакций, сколько волюмов. Волюм это когда там, допустим, $1 или $10. Вот, ну, то же самое. И тут, допустим, можно вписать какой-то адрес и поискать. Окей. Backstreaming это то же самое, как, вот, допустим, в предыдущем уроке вы проходили, что такое вот токен и вот этот коин же, правильно? То есть у каждого блокчейна есть свой коин, основной ресурс как биткоин, эфириум, и у каждого блокчейна есть свои токены, много, их можно насоздавать. Вот, допустим, вот Ethereum, заходим, тут есть разные биржи, можете познакомиться попозже. Вот, и тут есть разные токены. Допустим, вот USDC, там Grok, Dork, ну, что-то нас создавали, конечно, люди, вот. Чтобы тоже, тут разные графики, если покликать. Так, и так, это попозже вот. Вот, теперь давайте, хотел насчет домашнего задания. Я посмотрел, то, что вы делали. И у меня вот вопрос. А, Там, я видел, что во втором ассайменте вы находили хэш, и мне просто интересно, кто как находил? Вы просто там на рандомно набирали или как делали? Я Написала программу на питоне. Маленькую. на Go. Программу, да? Просто только два человека. Екатерина, я вроде не видел, да, что вы Python свою программу сабмит делали, А, Ну, да? я когда спрашивала, нужно ли сабмитить, мне сказали, что нужно только результат. Только результат отправила. Окей, ну, если что, вы могли тоже, да, там, не волнуйтесь, там, можете любой формат, любой код, скрин хоть отправлять. Вот, и из этого, тут, если тут Ярослав и Ильяс, так, и так, вроде, Я окей, есть, я э, Ильяс. окей, Есть. вот хотел, Ильяс, давайте вот запущу ваш код, вот это ваш код, да? Хотел отметить, да, вот код правильный. Нет, подождите, это Ильяс, да? Ща, окей. Ильяс, я хотел отметить, что-то тут, почему вы это отправили как правильно, если тут нулев нету, или вы как-то перепутали? Сейчас, секунду. Я- Да, вот, Яросол, да, у вас код правильный, я посмотрел, вот, и в принципе хотел, что, ну, вы же это поняли, да, когда вы писали, или там, не знаю, скопировали где-то, хотел тоже уточнить вот этот момент. Честно, я использовал чат. Чат GPT? Да. Окей. Я помню, я проверял, у меня вроде все нормально было. Я даже в каком-то там независимом веб-интерпретере запускал, вроде было нормально. Честно, не помню, что там Окей, не так могло давайте пойти. вот после уроков свяжемся и, ну, можем просто, окей, внимательно еще раз запустить, там, проверить, окей? Да, окей. Вот, в принципе, хотел всем показать, что вот так и работает, то есть тут луп, не знаю, кто-нибудь понимает? Екатерина, допустим, вы же понимаете, да, вот этот код? Да. Я просто немножко по-другому сделала, поэтому
Не, ну просто вот вы, читая вот этот код, понимаете процедуру Да, логики? да. Да, немножко понятно. Окей. Окей, если что, потом вот скину вот этот код, все можете там посмотреть, запустить у себя. Вот, и окей, так, давайте теперь продолжим. Просто я хочу, чтобы все понимали домашнее задание, потому что, как понимаете, дальше сложнее. То есть это самое базовое, да? Потом будет там, не знаю, оптимизация газов, безопасность, что еще там? Там конкурирование, да, потому что в блокчейне есть разные транзакции, они конкурируют между собой. Вот. Если не понять базовое, то очень сложно будет понимать дальнейшие концепты, поэтому, пожалуйста, отнесите, вот, э, пожалуйста, запустите этот код, там, попытайтесь понять, там, если не поймете, то можете спросить, или ChatGPT, вот. Окей, давайте продолжим. Вот. В принципе, table of content, что сегодня будем, какой контент? Это византийские генералы, там, валидаторы, proof of work, proof of stake и чуть-чуть про смарт-контракты. Так, кто-нибудь знает про византийские генералы? Можете в чат написать, там, плюсик, или просто реакцию там. Окей, ладно. Так, окей, минус, минус, окей. В принципе, это генералы, то есть и речь идет о войне, А, вот, и это неважно византийский какой, но вот есть там генералы, они пытаются там штурмовать какую-то крепость. Вот, и а, мы понимаем, да, что вот, допустим, в древнее время не было телефонов, да, сотовых, и там нельзя им там отправить там на WhatsApp или позвонить там, давай штурмуем прямо сейчас, вот. Поэтому это все планировалось, там они окружали, там засада там, вот. И представьте, там все окружили, теперь ждут команды, и тут там один из, там, ну, представьте, вот все говорят там, давай 8 часов, когда вот солнце под этим углом, все штурмуем, или там я свистну, или там будет дым какой-то, и мы все нападаем. Вот. Это идеальный вариант. Но, конечно, в мире не без идеальных вариантов могут быть и как бы предатели. Вот. И таким образом был рожден вот такой концепт генералов. Он очень актуален в программировании, но чтобы объяснить его, используются вот генералы. Вот. И как это работает? То есть, представим ситуацию, когда один из генералов, он предатель, или, не знаю, как-то, ну, не предатель, но не послушался команды, э, или просто там неправильно услышал, что-то случилось. Вот. И, допустим, вот три генерала нападают, а один говорит, не, отступаем. Кто кого слушаться будет? Кому доверять, кому верить? Или там трое говорят, отступаем, один говорит, нападаем. Как? Кого слушать? А, Такая дилемма ж получается, правильно? Мы же не знаем, там, что делать, что бы вы сделали в такой ситуации, если бы были бы генералом. Вот. И тут, конечно же, нету решения. А, Тут каждый решает по-своему. То есть кто-то решает все до конца, там, кто-то решает нет. Да, вот Тимурлан, вы написали в чате, я бы пошел за стадом, голос большинства, вот. А, Так, но есть некоторые там случаи, когда говорят, окей, там он не нападает, успех, наш успех уменьшился, нас теперь меньше, значит, мы не можем их выиграть, и они отступают все, да, допустим. Вот, зависит от ситуации, case by case, так сказать. И а, в программировании это тоже так решается. То есть case by case. Как мы закодируем, как программисты, как инженеры, так и все будет решаться. Вот. То есть есть разные ситуации. Блокчейн это как база данных, мы проходили в предыдущем уроке. Это база данных, которая распределена по многим машинам, по многим серверам, по многим компьютерам. Вот. И данные иногда могут не согласоваться. То есть там может быть так, что кто-то потратил биткоины, но там какая-то машина эту транзакцию не сохранила в себе, а сохранила другую транзакцию или сохранила неверную.
Вот. А, Тогда что нам делать? Что, транзакция сохранилась, баланс списался или нет? Вот. Возникает дилемма. Допустим, а, в биткоине это решается таким образом, как голос большинства. То есть, кто большинство, тот и выигрывает. Вот. Ну, это прям легко. Вот. Теперь мы будем в этом уроке вообще так. Мы будем как бы осваивать разницу между биткоином и эфиром, между консенсусом и что такое консенсус, как это решается, как это кодируется. Вот. В принципе, теперь возникает вопрос, что должно стать с предателем, правильно? Вот. Секундочку. Сейчас. Так. Сейчас. Так. Возникает вот такой вопросик, да? Ой, извините, чуть. Сейчас. Так. Вот, что должно стать предателем? Допустим, кто-то предатель. А, Что мы должны делать? В реальной жизни там сказали бы, там, не знаю, казнить, уволить, да, обезглавить, или там, не знаю, игнорировать, да, или принять это просто, не знаю. Вот, разные ситуации. Тоже зависит от вас, какое начальство, как вы принимаете решения. Вот. Но в блокчейне что мы можем сделать? Допустим, у вас есть машина, она сохраняет транзакцию в биткоине. Сохраняет, и вы неверно сохранили транзакцию. Что, кто-то должен прийти домой и там отобрать у вас машину или там, не знаю, там, чтобы удалить, снести вашу операционную систему, там, не знаю, отключить вашу машину, чтобы вы никогда не смогли майнить. Что можно сделать? А, Конечно же, ни у кого, кроме у вас, доступа нету к вашей биткоин-машине, даже эфир, там, любой машине, вы просто сидите дома и майните, да, там, или какое-то помещение. Вот. И тут нужно как-то решать все равно. Вот. И мы, да, мы сегодня будем тоже это проходить. Хочу, чтобы вы запомнили вот этот вопрос, что должно стать с предателем. А, так. Просто я хочу сделать акцент на том, что тут нет одного ответа и верного ответа. Тут есть понимание и ваш свой, как то, что вы сами решаете. Потому что мы программисты, мы архитектуру сами создаем, мы это все планируем и как бы создаем. Вот. Так, что такое валидаторы теперь? Кто такие валидаторы? Ну, наверное, вы уже знаете, догадались. А, кто-то может ответить, что такое валидатор? Кто такой? Так, вижу чатик. Да? Да. Что? Но тот, кто блок валидирует, нет? Да, но можете как-то более объяснить там? Окей, вместо майнера кто-то должен подписать блок, его закинуть правильно в блокчейн. Вот это выбирается валидатор, он это делает. Да, правильно. Так, теперь давайте вот есть так, транзакции подтверждают. Это то проверяющий чего-либо, проверка и подтверждение. Условно говоря, на серверке написать функцию валидатор. Окей, Темурлан, да. Вы написали чего-либо. Тут хотел бы уточнить, валидатор именно транзакции в блокчейне. Вот, потому что блокчейн это финансовые операции, Web3. Вот. Тут, как бы, к сожалению, нету имейлов. Тут просто транзакции криптографические сигнатуры, вот, подписи. Вот, теперь есть несколько типов валидаторов. Validate это значит подтвердить. Вот, первый валидатор, он тот, кто берет транзакцию, которая висит в блокчейне, которая еще не обработалась, и обрабатывает ее. Он делает самую большую работу. Обычно он самый сильный, самый классный сервер. Он делает эту работу, и дальше пошли сервера, которые подтверждают эту транзакцию. Подтвердить легче. Даже мы можем подтвердить. Вот. Поэтому они подтверждают. Вот. Это уже два типа.
Есть там несколько типов, там субтипов, но вы должны знать вот только вот два типа. А, Теперь давайте, какой консенсус лучше? Вы, наверное, слышали, вы уже изучали, как работает биткоин в предыдущем уроке. Я хотел бы уточнить, как работает теперь эфир и чем он отличается, чем он лучше, хуже, это решайте уже вы. Вот. Как вы знаете, биткоин, майнинг, кто-нибудь может объяснить с предыдущего урока, как работает? Насчет хэшей, вот это. Какой вопрос? Не поняли вопрос? Да. Тимурлан, я сказал, есть в биткоине валидаторы и майнеры. Вот можете сказать, как они майнят и валидируют? В предыдущем уроке было объяснено. Ну, майнинг это, наверное, подбор подходящего хэша, да? То есть блоку, да? А вот валидация я вот сейчас не смогу сказать. А вот по майнингу, то есть тот же компьютер ищет самый подходящий хэш, чтобы совпасть. Кто быстрее нашел его, быстрее вот этот хэш подходящий, тот его и забрал. Ну, как бы так. Да, вы правы. Спасибо, что, pay attention. Вот. Теперь давайте, что такое эфир, как он майнится. Так, валидатор создает новый свой нонс и добавляет его в хэш и создает новый хэш. Да, правильно. Так, теперь давайте вот насчет этого эфира. Так, эфир, он тоже так работал, как вы описали, Алдиар, до мерджа. Кто-нибудь слышал про мердж, слияние эфира? Слышал только get merge. Нет. Git. Окей. Эфир, он работал как биткоин, точь-в-точь. Даже он был как скопирован, да, раньше. Но потом он начал отличаться. И недавно вот он перешел на proof of stake. Сейчас давайте, сейчас, секундочку. Смогу ли я туда открыть? Окей. Так, давайте, секундочку. Так, proof of stake, proof of work. Сейчас. Чуть-чуть. Так, секунду. Окей. Недавно он перешел, то есть все вот эти... Недавно надо было, там, GPU, есть разные там видеокарты, все раньше вот скупали и майнили эфириум. Потому что вот есть асики и есть вот CPU-шки. Это для биткоина. А для эфира нам не нужно вот этот асики, вот это все. Нам нужны просто видеокарты. Раньше все скупали видеокарты и майнили эфиры. Вот. А, Это просто алгоритм майнинга, там, ничего такого. То есть один поддерживает, чтобы майнились на видеокарте, другой на CPU или как асики, которые как процессоры. Вот. И сейчас уже не нужно видеокарты, чтобы майнить эфириум. А, Хочу сказать, почему, что случилось. Вот, так, секунду. Так, вот, недавно был, наверное, вы слышали, что говорят там, биткоин это прям энергозатратно, очень много энергии, там почти там больше, чем целые страны, да, биткоин занимает. Вот, это как, вы решаете сами, это хорошо или нет, но как хочу по фактам сказать, это так и есть. И эфир, он тоже таким был, но после вот этого слияния, мерджа, он стал гораздо там на 99% меньше энергии употреблять, благодаря новому консенсусу. Вот. И новый консенсус раньше было так, как в биткоине. Кто самый сильный, кто быстрее нашел, тот и получил reward. А эфир, он сейчас работает образом, что... Кстати, биткоин, если вы что-то неправильно сделали, у вас ничего не будет, никакого штрафа, да, на 99% меньше, да, Нурлан. У вас никакого штрафа не будет. Биткоин там что-то завалили, что-то не получилось, ничего не будет. Вы просто получаете reward. Теперь эфир, давайте вот внимательно. Эфир, вы
там делаете депозит 32 эфира. Сейчас давайте загуглим, сколько это стоит в тенге. Это примерно, так, сколько это? 44. 27, ну, 28 миллион тенге. Вы делаете депозит 28 миллион тенге в эфирах. Это не волнуйтесь, это ваши. Это никуда не отправляете, просто вы делаете депозит, и он как бы лочится, лок. То есть вы не можете его трогать, пока вы валидатор. Если вы говорите, все, я больше не валидирую, то вы берете обратно. Вот. Теперь вот вы залочили, это вы не можете трогать. Зачем это? Если вы что-то сделали не так, как предатель, мы же говорили, ты что-то хотел сломать блокчейн, взломать, вот, то у тебя твои 32 эфиров забирают. Вот. Или там, не знаю, несколько, там 6 урезают, или зависит от насколько вы совершили ошибку или глупость. Вот. Нурлан хотел сказать, Нурлан написал в чате, не понял сравнение про суперуменьшение затрат на 99%. То есть эфир занимает на 99% меньше энергии после вот этого консенсуса. Кто-то может? Окей, давайте вот объясню, потому что спросить вы еще не получили полного контекста. Вот. Эфиру не надо, чтобы у вас была самая сильная машина, огромная там станция, чтобы майнить эфир. Там надо просто 32 эфиров и там 2 терабайта памяти и все. Там можете посмотреть requirements, просто загуглить там Ethereum, node, вот допустим full node, requirements, вот загуглите. И вы можете там посмотреть, вот 16 гигабайт рамов и все, вот терабайт памяти. Вот. В принципе, этого достаточно, чтобы майнить эфир. Это, в принципе, доступно, чем биткоин. Не надо там целую станцию. Вот. Но надо 32 эфиров обязательно делать депозит. Вот. И почему эта энергия на 99% меньше? Потому что больше не надо огромную станцию, расходы на технику. Таким образом, техника это электричество. Каждый вот этот майнер, он занимает электричество, таким образом там коммуналка, все это. Вот. И больше не приходится платить. Просто увеличить свой депозит. А, Чем больше у тебя депозит, тем больше шанс получить reward за майнер. Все. Это называется proof of stake. Proof of work это ты сделал работу, получил. А proof of stake это когда у тебя есть там, не знаю, просто как типа, депозит, все. Чем больше депозит, тем больше получаешь. Вот. Понятно ли это, Нурлан? Так, нет. Окей. Непонятно. Окей. Смотрите, в предыдущем вот только что Алдияр сказал, майнишь, находишь вот нонс в биткоине и получаешь reward. Это энергозатратно. Ты там запускаешь код, постоянно запускаешь, мониторишь блокчейн, вот. И там надо огромные вот фермы. Давайте вот посмотрим биткоин майнинг фарм. Вот. Майнинг фарм, вот, можете посмотреть. Вот это для биткоинов, вот чисто вот для биткоинов. Все это, конечно, умирает после, там, не знаю, 7 лет, 7 месяцев. Вот. Это все энергозатратно, ж правильно? Вот это все. Это покупать, потом это все maintenance, все это там очищать. Вот. Не так ли? А, чтобы майнить эфир, чтобы вы смайнили эфир, вам надо просто сделать депозит. И все. 32 эфиров. Там не надо много энергии. А, так понятнее ли? Так. Екатерина, что вы думаете? Так, пишем в чате, так, ждем. Да, понятно. Да, понятно, видимо. Да, да, да. Так, да, да, да. Методология выбора, да, правильно. То есть методология валидации, правильно.
И тут есть, то есть, наверное, кто-то из вас любит философию, но вы можете там сказать, окей, там, я люблю, когда там делаешь депозит и не надо покупать технику. И все, я хочу работать с этим. Или вы можете сказать, нет, я хочу там очень много штук, там, ферму построить, и хочу там каждый день очищать, там, платить огромное электричество, и мне это больше по душе, допустим, если вы сказать так, и решить самому, что вам нравится. И есть таких тысяча, там 10 тысяч, 100 тысяч блокчейнов сейчас, очень много. Потому что люди создают там, но дальше не развивают. А из развитых, допустим, 1000 блокчейнов, вот. И каждый блокчейн там, кто-то сидит и думает, так, какой-то разработчик вот думает, я думаю, вот 32 эфиров слишком много, давай я сделаю там 16, чтобы мои люди на моем блокчейне могли доступнее майнить, вот. Или кто-то думает, 32 слишком мало, там, люди сейчас начнут там много майнить, давайте 64, да? Или там кто-то делает гибрид из этого, как-то там смещает, вот. Понимаете, да? То есть каждый может как хочет. Вы можете, то есть каждый из нас, как я показывал раньше на первом уроке, эфир и биткоин это все на гитхабе. То есть, как я уже показывал, биткоин, гитхаб, как я уже показывал, это все в гитхабе. Гитхаб это open, то есть все могут тут как-то код, ну, контрибут сделать. То есть вы можете тут какой-то issue открыть. Issue это когда проблему какую-то описать, то, что там с чем-то связано. Или там что-то в коде изменить им, предложить, что вот так будет оптимизирование. И что я хочу сказать, то, что блокчейн это не только вот одна вещь. Вот вы сегодня изучили, да, вот биткоин это proof of work, эфир это proof of stake. А, Может, через 5 лет это не так. То есть блокчейн это организм, который постоянно развивается девелоперами, такие же, как и мы. То есть кто-то может прямо сейчас пойти, там, начать лоббировать, да, говорить то, что биткоин должен поменяться на proof of stake, вот, допустим. Вот. И вы можете там дома, когда будете прочитать, в чем разница там углублена, почему некоторые люди прям очень против Proof of Stake, почему некоторые прям очень против Proof of Work, почему после Proof of Stake там начали там меньше зарабатывать, там разные вот, вопросы себе задать, да, там с точки зрения бизнеса, потому что, ну, блокчейн это как финансовые транзакции, в том числе и бизнес-транзакции, поэтому это все как экономика идет. Вот. Есть вопросы перед тем, как мы перешли к другому? Можете сразу написать вопросы. Proof of work, довольно-таки давно. Слышно, да? Что? Можете повторить, пожалуйста? Я не слышу вас. Так. Сейчас меня сейчас слышно? Алдияр, у вас голос обрывается. Можете написать в чате, пожалуйста? Вот так мне слышно. Да, вас слышно, но просто у вас голос обрывается прям. И помехи. Можете в чате, пожалуйста, написать? Да там долго писать в чате. Окей, давайте тогда. Что хотели сказать? Вроде нормально уже. Или можем после урока, если что. Подсоединился на компьютер, у меня что там с микрофоном проблемы. Я хотел сказать, почему 2 терабайта памяти для эфириума нужно?
Окей, почему? А, Потому что вы как валидатор сохраняете все транзакции, начинаете с первой транзакции, с нулевой транзакции, то есть до конца, и все новые валидируете, и все это сохраняется. То есть в данный момент, пока мы говорим, это 2 терабайта. В будущем может быть 10, может 30 терабайтов. Потому что блокчейн это он как развивается каждый раз, пока не придумали метод сжатия данных, не придумали, как это все оптимизировать. Даже если придумали, то это пока что в силах 2 терабайта. Вот. Ну, это к любой крипте или определенно каждой крипте есть свои объемы и так далее? Очень классный вопрос. Давайте я вам... На самом деле, не, но большинство блокчейнов, они не оптимизированы, и нужно вот терабайты данных, чтобы сохранять эту транзакцию, историю транзакции. Но я хочу вам показать вот какой-то проект, который вот во время ресерча, Мина называется, можете тоже загуглить, Мина протокол. Это ZK, вот, это ZK, что тут такого? То, что вот этот блокчейн занимает 22 килобайтов. Вот написано other blockchains 30 гигабайт и increasing size, то есть этот сайз растет постоянно, а вот этот мина, он всегда 22 килобайтов. Это там благодаря криптографии можете тоже дома почитать, потом задать вопросы, как это все работает, почему это работает. Вот, в принципе, давайте я вот скину сюда, в чатик, чтобы потом посмотрели. Вот. А, ну, Во- в принципе, да. Вообще вопрос можете потом Zero Knowledge объяснить? Потому что там все очень сложно. Окей, да, конечно. Окей. Можете, пожалуйста, как-то в чате, чтобы потом давайте вот Zero Knowledge, да? Потому что, ну, много вопросов, ZK, вот, ZK, да, объяснить? Да, тема вам насчет гений, который в мине работает, да, то есть проект прям очень долго ресерч, сильный бэкграунд у тимов, но некоторые говорят там что-то, ну, не особо так сырой продукт все еще, поэтому, не знаю, вы сами можете решить, то есть дома там посидеть, посмотреть мину, там код, отзывы, ревью разные и там, не знаю, смайнить у себя же там, как это все работает, вот, когда будет время у вас. Так, давайте продолжим. Теперь давайте вот, что такое RPC? А, Шерхан, я вижу у вас вопрос. Так, давайте. Так, у вас вроде вопрос, да? Окей. Вопроса нет, окей. Так, кто-нибудь может объяснить, что такое API? Ну, я могу объяснить. Можете, пожалуйста? Ну, только API какое? Там есть два вида API, там, допустим, REST API, там, браузер API. Давайте REST. REST API это вот, допустим, есть сервер YouTube, допустим, .com, и у них есть свои серваки, там какие-то, может, другие домены, и по какой-то там ссылке, допустим, slash videos можно получить только видео данные. Может быть какой-нибудь пост, элемент, допустим, slash videos, slash create, это уже, допустим, чтобы видео запостить. Это вот есть REST API. Просто по каким-то разным путям выполняются какие-то функции. Но это у них на серваке получается такое. Окей. Мне вот интересно, те, кто понимают, что такое API, можете в плюс, те, кто не понимают, минус, чтобы я понял, насколько углубленно надо мне. Окей. Окей, без проблем. То есть, вот, API это в программировании, то есть foundation, самая вот основа программирования. Вот, давайте там sample API, sample API, давайте вот, ой, да, сейчас.
Dummy API какой-то. Вот. Давайте вот Dummy API. Вот, что такое API? А, как сказать? Вот, давайте вот, допустим, вот Dummy и REST API это просто, значит, для тестов, чтобы вам показать, что такое API. Вот, не надо прям углубляться там, в название все это. Вот. Мы все знаем, когда мы открываем какой-то сайт, как Темрлан упомянул, и видео, да, там, у нас есть какой-то там, сейчас, YouTube, допустим, вот первый клик, вот это и watch, и что-то, да, вот. И вот это наш видео. Мы, люди, мы визуально любим это. Это нам нравится, и мы понимаем. А вот это что? Что мы тут поймем? Ну, даже не будем JSON. вникать и читать, да? Да? Что? Тимрон, вы хотели? Просто JSON получается обычно. Да, JSON. То есть роботы это понимают. И то, что вот фронтенд делает, он берет этот JSON и визуализирует для нас, дизайнер, вот это все. Вот. И теперь что такое RPC, да? Вот есть разные API-шки, то есть вот это для employees, чтобы кто работает, получить этот список. Вот это, допустим, create, чтобы создать. Вот это там update, чтобы обновить, и все разные API-шки. То есть теперь, кто может сказать, какие есть API-шки в блокчейне? Там вроде есть только два вида функций, которые добавляют данные, которые читают данные. Там удалить, изменить, да, какой-нибудь put, update, такого там вроде нет. Окей. Тимурлан, знакомы ли вы, что такое WebSocket? Да, вот, допустим, раньше, ну, условно говоря, эти старые ВКонтакте, там, чтобы получить новые сообщения, нужно было обновлять страничку, да, потому что только один раз посылался запрос на сервер, чтобы данные получить. Раньше это решалось через long pool, то есть клиент, он всегда посылал данные, точнее, запросы на сервак, чтобы оттуда получить данные. Но потом ребята подумали, то, что это не оптимизировано, и решили сделать наоборот, то, что сервер отправляет данные на клиент. И создали WebSocket, то есть какой-то канал есть, клиент к нему подключается, и только когда какое-то изменение происходит, сервак отдает данные клиенту, чтобы не обновляться, чтобы это было оптимизировано. Да, то есть, то есть есть вот, это как фото и видео, то есть там вот вода, река течет, вы там сфоткали или там сделали видео. Видео всегда плавно, правильно и приятнее. Вот. Тимурлан, можете ли вы сказать, почему WebSocket нужен в блокчейне? Почему он там нужен? Наверное, тоже для оптимизации, скорее всего. Да, оптимизация чего можете предположить? Чтобы не посылать 100 запросов там на получение данных, там, смарт-контракт, чтобы 100 раз функцию чтения данных не вызывать, только один раз, когда надо. То есть, когда что-то изменилось, только один раз данные получить. Это и клиенту оптимизирование, и получается смарт-контракт работает оптимизирование, скорее всего. Но я так сильно не разбираюсь. WebSocket, он же еще двусторонний, правильно? То есть мы можем и получать, и отправлять по тому же каналу. Да, правильно. Какие ваши мнения там, мысли? Хорошо. Насчет чего? Насчет вот двухстороннего WebSocket, что думаете в блокчейне? Ну, честно, так прямо имплементацию не смотрел еще. То есть я как-то все нечетко вижу, как там все работает. Окей. Понял. Так, давайте вам покажу теперь. Допустим, есть Etherscan для эфиров. Тут есть последние блоки, правильно? Я сюда захожу, Etherscan, и смотрю блоки. Вот.
И чтобы посмотреть последний блок, что мне надо сделать, это обновить страницу. Правильно? Но как бы, ну, для кода это как, так, нужно, так, есть еще изменения, удаления, так, правильно, так как у нас множество, нужно для синхронизации. Екатерина, да, вы правильно уточнили. То есть вот вместо того, чтобы в коде, да, каждый раз обновлять вот эту страницу, вам можно просто подключиться веб-сокетом в блокчейн, и каждый раз, когда новый блок, блокчейн будет вам сообщать, что вот новый блок, вот возьми, 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 возьми. Вам не надо, окей, есть блок, есть блок, есть блок там. Спрашивай постоянно. Окей, есть блок, окей, там 10 тысяч блоков, окей, есть блок, 3 блока там. Нет, вам будет просто каждый блок отсылать сам блокчейн через веб-сокет. Вот. Это, конечно, вот. Но хочу сказать то, что э, с веб-сокетами работать это гораздо сложнее. Тимурлан, можете сказать, почему? Почему сложнее, чем с API? Ну, там у них есть свои библиотеки разные, может, еще в этом плане. В целом там и на серверах там разные библиотеки для этого используются, и на клиенте то же самое. То есть еще это немного новый подход. Может, люди еще не совсем его поняли, осознали многие. Да, Только для и разработки. еще, да, и дело еще в том, что WebSocket это вот, допустим, вы делаете запрос, у вас интернет, да, вот, допустим, вы прямо сейчас вот в Дискорде. Не все могут быть сейчас уверены, что они будут в этом сейчас сервере, да, до конца урока. Может, там интернет отключится, может, Discord крашнет. Все, что угодно может случиться. Может, там винда обновиться, да, или зарядка упасть. Вот. Проблема веб-сокетов, это не проблема, а как более, почему сложнее в том, что вам надо учитывать очень много кейсов. То есть, когда вы делаете запрос сделал, получил, все, закрыл дело. А тут надо сделать запрос и читать, и получать данные 24/7. То есть вы должны сделать так, чтобы ваш сервер не упал, чтобы интернет не упал, чтобы все это было как смуз, да, все это как си- асинхронно все, как дирижер все это, запускалось. И без вашего участия. Даже когда вы спите там, даже когда отпуск, все такое. Вот. Поэтому сложнее. И сложнее еще в том, что мы же говорили, что блокчейн, он обновляется. Правильно? И, допустим, вот блокчейн обновился, а ваш код не обновился, который считывает с блокчейна. Допустим, там поменялась криптография или что-то такое. И вам надо обновить WebSocket, не, не падая в WebSocket. То есть тоже, да, челлендж какой-то. Вот. Поэтому, что думаете, как Тимурлан, думаете, согласны ли или думаете легко? Ну, по идее, да, но можно это устранить тестами, допустим. End-to-end А, какими-нибудь тестами. да, да. Допустим, какие тесты вы бы поставили в блокчейн? В блокчейне тестирование вроде есть там на Мока, Мгм. библиотека такая есть. Да, да, да. Какие концепты вы бы протестировали бы? Ну, там, по идее, на каждый проект свое, где-то можно на один контракт только один тест, где-то может только один тест на весь проект написать. Да, в принципе, Просто ты можешь у сложнее себя всего. что-нибудь настроить, потому что когда кто-то говорит, он дублируется у тебя, короче. То есть вообще А, невозможно слушать. Я тебя слышу хорошо, а других участников вообще не понимаю. окей, И это только у меня так или у по- всех так? Просто скажите У плюсики. меня тоже. А мне тоже слышно. так, окей, тогда давайте вот, когда говорите, там, чуть-чуть паузу сделайте, чтобы я замучил себя, окей?
Нет, ты лучше наушники одень, наушники. Нет, если вы сидите через компьютер, и у вас идет через компьютер, вы можете зайти в настройки своего профиля, там открыть голос и включить эхоподавление. Тогда, даже если у вас будут какие-то, то мы это слышать не будем. Режим рации еще можете попробовать. Окей, секунду. Так, окей. Слышно ли меня? Так. Слышно ли меня? Да-да-да. Окей. Окей. Так, давайте теперь продолжим. А, Кстати, вот это код, который делает sample request на RPC, то есть вы можете увидеть тут, кто-то может объяснить, что тут происходит? Ну, это на Python вроде. Вот библиотека request, библиотека JSON, чтобы данные в JSON получать. У нас есть какой-то URL, но это просто переменная ссылка. И все. И у нас есть payload, это то есть какие данные мы запрашиваем. То есть у нас версия JSON RPCM 2.0, метод, какой мы выбираем, какой-то Ethereum block number. Параметры пустые, ID-шник какой-то там один равен. И вот в заголовках запроса мы указываем то, что мы получаем данные в формате JSON. Ну и все. И просто выполняется этот запрос. Окей. А, Мне интересно, когда вы будете дома, сможете ли вы Чингис, там вы не нажали посмотреть? кнопку, если вы по рации. Окей, ё-моё. А, Мне интересно, когда вы будете дома, сможете ли вы там посмотреть методы, как какие еще ну, кроме вот этого метода, есть еще методы, там, Put, чтобы post, получить, и delete. какие данные можно получить в блокчейне? Там, плюсик можете поставить. А, Темирлан, да, то есть REST API через RPC блокчейна, да. То есть, Шерхан, вы вот написали плюс-минус, это значит, вы что-то как не поняли в данном моменте или как? Окей, вопрос был в том, что когда вы будете дома после уроков, там, сможете ли посмотреть методы, которые вот, как вот это, block number, но другой, а, и там пару методов, да, просто посмотреть, какие методы есть, которые вам интересны. И уже вы можете там подумать, там, посидеть и подумать, окей, я взял вот эти данные через этот метод, какой проект я могу сделать, или для какого проекта это нужно, а, куда это могу внедрить, или как это оптимизировать. То есть насчет бизнес-идеи, что, ну, потому что бизнес это как деньги, деньги это как работа, и там можно как получить работу в компании, или можно подумать что-то, хотите там, чего нету, или что-то оптимизировать, и таким образом там питчить, вот, то есть питч своего проекта, там презентацию, и ну, уже дальше презентовать, и то есть пытаться как компанию, ну, кто как хочет, такие амбиции, то есть. Так, всем ли понятно в данном моменте, есть ли какие-то вопросы? Так, видимо, вопросов нету. Так, давайте тогда секунду, я открою вот инфюра, которая тут написано. Давайте, можете перефразировать, Екатерина.
Екатерина, то есть, да, когда вы дома посмотреть методы API, допустим, так, в этом примере мы получаем последний блок эфира и последние транзакции. Вот. Но вы можете там сказать, окей, посмотри баланс, или там, сколько транзакций этот аккаунт сделал для статистики, да? Все что угодно. Что для вас интересно посмотреть? Потому что я не хочу вам говорить, смотри, вот это, может вам это не интересно. Я хочу, чтобы вы сами подумали, вот в блокчейне есть такие методы, наверное, дайте-ка я посмотрю. И насчет бизнес-идеи, это, конечно, от вас зависит. Если хотите, то есть там подумать, окей, там, я получил вот такие данные, теперь как это можно быть полезен бизнесу или какой-то проект? Вот. А, Просто подумать. Да-да-да, Шерхан, то есть либо так, либо сказать, да не, сейчас все будут взять вот этот блок number, все это, я лучше хочу что-то там сложное или что-то очень нишевое взять и там залезть вглубь вообще, допустим, да? Чтобы не быть как все, ну, не знаю, как вы хотите. А, Там Тимурлан вопрос задает насчет того, что если что-то типа GraphQL, на самом деле GraphQL это тот же RPC. Вот именно ну, к этому еще просто не подошли. Сейчас просто говорят, через какие, скажем так, протоколы работают, а сами запросы, они идут как, ну, то есть удаленные вызовы процедур, так же, как GraphQL. То есть методы все вот эти указываются. Поэтому вопрос Тимурлан вот задает, это просто в дальнейшем, скорее всего, будет объяснить. Да-да-да. А можете ли вот, я не уверен, что все знакомы с GraphQL, можете ли там чуть-чуть объяснить, в чем преимущество GraphQL аудитории? Но, скажем так, когда ты используешь REST API, у тебя есть фиксированные, скажем так, поля, которые тебе будет отдавать сервер. В случае с GraphQL ты можешь, скажем так, запрашивать определенные поля, например, дай-ка мне имя, фамилия, отчество, все. А все остальные поля, например, дата рождения, там, не знаю, место рождения и так далее, он не будет возвращать. Да, тем самым экономится трафик. Это то, что касается вот GraphQL. У GraphQL ты также вызываешь, скажем так, через один entry point, через один метод, да, скажем так, ты можешь вызывать, скажем так, разные процедуры вызывать. Там, дай-ка мне пользователей, либо дай-ка мне группу пользователей и так далее. То есть все делается через один интерфейс. RPC, по сути, GraphQL это более такая, скажем, расширенная версия RPC, где есть, скажем, тоже вызов методов, но что касается выбора полей, там это как бы вручную надо программировать, а в GraphQL это просто встроено на уровень языка. Вот. Поэтому, если говорить про REST API, да, то есть REST API это то, что, скажем, существует давно, и его, ну, скажем, поддерживать почему желательно, потому что его легче всего интегрировать, потому что все с ним знакомы. Вот. GraphQL требует, скажем так, более, ну, скажем, обширных знаний, чтобы его интегрировать, то есть там это дополнительный порог входа. Вот, и RPC то же самое, по сути. Там, то есть, чтобы дойти до RPC, нужно сначала в GraphQL хотя бы покопаться, в смысле, в REST API, какие методы там, да, вызывают и так далее. А, И так, я, в принципе, вот на Тимирлана вопрос, я думаю, уже отвечаю, да? Да. И Да-да-да. по сути, да, то есть для вызова, скажем так, методов с блокчейна используется RPC. RPC ты там можешь как бы указывать, какую функцию ты вызываешь, какие аргументы ты передаешь. Так же, как ты вызываешь там, любую функцию, когда какую-то библиотеку подключаешь, ты его API же используешь. Ну, здесь то же самое. Я думаю, подробно потом, когда на следующей неделе я буду лекции вести, там как раз про смарт-контракты будут уже, скажем так, детальнее я этот момент, наверное, объясню. Сейчас пока так, базу. Тимурлан, да-да-да. Вау. А Тимурлан, как вам, как
Давайте, вот, окей, продолжим. То есть, вот смотрим транзакцию, да? Кто-то там перевел эфир кому-то. А, Допустим, вы можете сказать, там, мне не нужно, там, когда это было сделано, или там, кто кому отправил, мне не надо. Мне просто надо вот сумму, чтобы сказать, за сегодня было сделано столько транзакций. Все. И GraphQL он говорит, вот, окей, дай мне только вот эту сумму и все. Как, ну, ничего прям супер сверхъестественного нету, просто брать то, что надо, и все, как корзинка. А, так, эфира. И, конечно же, хотел уточнить то, что а, вот есть Infura, есть разные провайдеры, вы можете загуглить. А, Вам нужно задать, вот, загуглить, что такое провайдер, и там, ну, есть тут, тут лист какой-то, вот Infura тоже есть. Я лично использую Infura, почему? Потому что это компания от MetaMask. MetaMask это, все используют MetaMask, как бы, и, естественно, как MetaMask, он работает под капотом с Infura, потому что одна компания, вот. Вы можете там что-то из этого листа выбрать и работать самому. Так, и хотел бы тоже уточнить то, что а, тоже вот это все зависит, как вы выберете. Некоторые провайдеры, они не поддерживают GraphQL, некоторые не поддерживают веб-сокетов, потому что а, это сложно, да, как бы, и зависит, инвестируют ли разработчики этого провайдера время, чтобы создать вот это. Так, так, секунду. А, Вот пример из RPC, то есть, допустим, вы можете тут там MetaMask, да, вот, подключить и этот, добавить свой MetaMask вот этой сети сейчас. Давайте покажу чуть-чуть. Секунду. Так. Вот, есть разные RPC-шки. То есть берем, там, коннектим. Чингис, Вот извините, разные вы MetaMask. опять вас не слышно. Окей, окей, вот, извините, окей, спасибо, что... Вот берем, вот, говорим add to MetaMask и добавляем, как бы, почему я это хочу сказать, то, что иногда бывает, что там транзакция зависла, или там баланс не приходит, или там что-то случилось, да, это не из-за того, что там блокчейн сломался, или там MetaMask тупит, это может быть из-за того, что вот RPC у вас как-то, ну, что-то случилось с RPC, и вы можете вот chainlist пойти и просто добавить другой RPC, и он может сработать, как бы, ну, в случае это как для разработчиков это очень важно в дебагинге, потому что вот некоторые RPC там, не знаю, могут сказать там, только работаем в США, там, другие не работаем, или там, некоторые RPC могут забанить после нескольких реквестов, да, как вы типа спамите или что-то. Зависит от ситуации. Вот, поэтому у вас тут очень много, как бы, выбора. И не только эфир, вы можете вот там Binance Chain и все такое. Вот, так, давайте продолжим. Так, давайте продолжим. Так, У вас опять голос так, правильный. да-да-да, можете... Сейчас. Мне вот интересно, мы только что рассказали про консенсус. Можете ли вы придумать какой-то свой консенсус, и как бы вы наказали предателя, то есть который будет там в блокчейне данные там неправильно делать или пытаться
закоррумпировать блокчейн, как бы вы его наказали? Что бы вы сделали? Как бы вы оптимизировали? Можете дома подумать там, списаться там, ответить, как бы, или можете сейчас там микрофон сказать. Мы какой именно блокчейн рассматриваем? То есть это как в биткоине Proof of Work или это как... Я бы хотел, чтобы вы не ограничивали себя и там, ну, могли и биткоин, и эфир как от вас зависит. Или может даже Solana, там, не знаю, все что угодно. Ну, стандартно слышите вы, да, валидаторы? Можете повторить, пожалуйста? Ну, слэш же, да, подразумевается, если в Proof of Stake? Да, слэш, да. Да. Что хотели сказать? Не, все, просто это пример, что делать с ними. Вот я вам нашел статью. То есть, вот тут кто-то написал Proof of Activity, Authority, Burn, Capacity, Contribute. Ну, короче, дома можете почитать. Это только два, потому что я считаю, ну, важные два, чтобы вы поняли хотя бы разницу, что такое, вот, отличали. А дальше это все гибрид. По мне гибрид просто. Смешивали там, вот, как породу какую-то. Вот. И вы можете тоже там свой придумать, там, запичить, все что угодно. Идеи безграничные, то есть может у вас какой-то уникальный кейс, прям супер инновационная идея, можете там поделиться, там, чтобы мы критиковали, да, там, сказать, в чате написать, окей, я придумал новый консенсус, там, называется там Group of Money, там, да, или там, я хочу вот, что вот так, и мы все начинаем там думать, как это атаковать, как это обходить, вашу защиту, да, вот. И, кстати, я хотел спросить, а, как взломать биткоин, консенсус биткоина? Там вроде этот, где большинство, да, консенсус используется. С учитыванием большинства, либо как? Да. Как бы вы взломали блокчейн, где консенсус большинства? Можно просто много аккаунтов понаделать, по идее, кошельков. Ну, в теории. Либо как это? 51%, то, что нам говорили. Да. Можете объяснить 51%? Да, 51% это аналогия как с контрольным пакетом акций в бизнесе. 51% биткоина сосредоточено одной компании там, или одного человека. Или это сговор, допустим, несколько владельцев, у которых включено сейчас как раз вычислительное оборудование. Да. Вы правы. А что думаете насчет эфира? Как атаковать и взломать его? %51 стейка иметь, нет? Так точно, да, правильно. Можете поподробнее, чтобы все поняли? Ну, то есть, чтобы свалидировать, мы же стейк имеем, и любые конфликты в итоге там разрешаются тем, что голосованием, да, там, суммарным, то есть Да. люди свой стейк вкидывают и говорят, мы считаем вот так правильно. И, то есть, если у меня 51% есть, то любой спор в мою сторону будет всегда разрешаться. Я не знаю, можно еще взломать, наверное, взломать вычислительные ноды, которые задействованы, и с помощью, допустим, этого управлять их нодами, и из-за этого взломать эфириум. То, что, не знаю. Да, правильно. И так, у кого-то есть вопросы? Там минус. А вот, если, например, левые смарт-контракты же тоже можно создавать, который там скамит или что-нибудь делает. Да.
То есть Ну, блокчейн это... взлом. Да-да-да, не, Нео, да, можете сказать. Я говорю, скам это не взлом. Ну, типа, скам это, то есть, когда люди, скажем так, решают там перевести в смарт-контракт средства, да, но не проверяют адреса. Если, скажем, есть какой-то проект, они у себя на официальном сайте, скажем, на официальных аккаунтах везде выставляют адрес смарт-контракта. И если, скажем так, кто-то решил заскамить, он создает точно такой же, скажем так, смарт-контракт, да, но только адрес у него другой. Соответственно, люди переводят, то есть это не взлом, это, скажем, просто, ну, люди, как говорится, обманулись и перевели деньги не туда. Но технически взломом это не считается. Окей, Рахмет. То есть, да, вот... Кстати, еще, кстати, мало кто вот говорит про еще один способ взломать блокчейн. Я просто его скажу. Это, конечно, то, что пока невозможно, но в будущем, возможно, это произойдет. Скажем так, когда будет достаточно мощный квантовый компьютер, когда будет, который сможет все ключи ломать. И тогда, получается, можно будет любые, скажем, переводы с любых кошельков угонять и так далее. Но это такая, скажем, из области пока фантастики, но в ближайшем будущем, возможно, это тоже будет. Да, тоже увлекаюсь вот квантовым компьютером. Кто-то тоже? Это, ну, не похожий случай, который был с эфириум, как взломали... я, наверное, правильно поняла. Когда и уже эфириум, там, сколько, 50 миллионов, по-моему, когда DAO взломали, хакеры. это имеете в виду? Да. Нет, там, короче, прикол другой был. Там был баг в коде, в самом смарт-контракте. Я поэтому говорю то, что когда вы пишете смарт-контракт, вы не можете писать хорошие смарт-контракты, пока вы там джуниор. Смарт-контракты — это код, который один раз задеплоишь, и его нельзя будет, скажем так, обновить. Ну, что произошло с DAO? Там была одна, скажем так, дыра, которую просто заэксплуатировали и вывели все деньги. Вот и все. Поняла, Из-за спасибо этого... большое. То есть, да, вот блокчейн это, допустим, вот в традиционных финансах, в банке, да, там, если вы сделали какую-то операцию или там не согласовали или не заплатили налог, то вас могут заморозить, там, отклонить транзакцию, ну, все что угодно может быть, да. Вот. А блокчейн это как свобода, все, что можете сделать. И код это как правило, то есть тут нету плохой скам, там, чистый, хороший. Просто вот код запушен, окей. Кто-то кому-то отправил, окей, там все анонимно, да, то есть там кто-то отправил там скамеру, там, плохому человеку, там, или плохой человек хорошему, там, неважно. Блокчейн все отрабатывает. И в этом и как бы прелесть блокчейна то, что он не должен отклонять вот эти транзакции. То есть там все что угодно, в буквальном смысле. То есть, допустим, вот вы сейчас видите, что вот в международной политической ситуации там некоторые страны налаживают санкции на другие страны, вот, и это может быть и на человека, то есть если ты там не заплатил налог, как я уже сказал, или что-то такое, или по любой причине, вот, а блокчейн это там нету страны, кто, что, просто делаешь все, что хочешь. Можно вопрос? Да. А вот, допустим, раз можно код только один раз выложить и его невозможно обновлять, получается, компании должны только один раз выплевывать проект и потом не могут в него добавлять фичи? Я хотел бы, чтобы вы это сохранили вопрос, интригу, потому что есть, конечно, всегда решение, обход, и я уверен, вот, это будет обязательно. Но ответ всегда можно. Не, на самом деле можно, но просто лучше быстрый ответ дать. Ты дополняешь, скажем, функционал, не изменяя смарт-контракт, а дописывая новые смарт-контракты, которые взаимодействуют со старым. То есть это одно из таких, скажем так, решений для расширения функционала.
Или же есть блокчейны, которые делают upgradable smart contract, то есть upgradable, это значит, может обновлять. Neo, Да, но это знаете, да? тон. Это тон, да. Ты про тон говоришь. Да, то есть, да, если брать чисто вот эфир и его форки, то нельзя. Или можно там какие-то методы, да? А вот есть и другие блокчейны. То есть я хочу, чтобы вы не брали вот эту лекцию как вот это только правильно и вот это только правда. Есть и разные, да, то есть можно дома посидеть там. А правда ли там в блокчейне там нельзя обновлять смарт-контракты? Может быть, там написано будет, да, нельзя. А вы там поищите разные блокчейны, может, можно там. Может, можно только ну, один раз, два раза. Как зависит, да, то есть. Ну, если говорить про разные блокчейны, вот сейчас именно там тон, да, может, слышали? Сейчас его называется The Open Network, раньше это был там Telegram Open Network. А вот там как раз-таки вот эту концепцию апгрейда смарт-контрактов реализовали. То есть это было, до этого на самом деле была боль, то, что нельзя апгрейдить смарт-контракты на старом адресе. Вот сейчас эту проблему более как решают. Да. А, Мне вот просто вот интересно вот один вопрос. Так. Вот этот адрес. В предыдущем уроке вы проходили, хотел просто проверить ваше понимание. Как вот этот адрес был получен, кто-нибудь знает? Почему вот этот адрес, не другой? Потому что это зашифрованные данные. Это же хэш? Или Это я не хэш, поняла. да. Можете поподробнее, пожалуйста? Что зашифровали, что получилось, как? То есть у нас есть хэш, как мы у нас в домашнем задании использовали. То есть в блокчейне мы... Сейчас. Я прошу прощения. А, Окей. Тимурлан, какой у вас вопрос, пока Екатерина пишет? Не, это был предыдущий, тогда в чате спрашивал. Что? Это тот, который я спрашивал через микрофон, на него ответил уже. Окей, понял. Так, Тимурлан, вы знаете, как этот адрес был получен и почему этот адрес был получен? Захешировали данные какие-то, возможно, как говорила Екатерина, но какие именно, это не совсем помню, кстати. Можно я это скажу? Да. Там вроде говорили то, что все транзакции, там, они каждый раз на 2 делились, то есть по парам брались, потом брали их хэши, потом заново те операции делали, пока не получили какой-то там Меркл, что-то там, я забыл уже, ну, название забыл, и вот этот хэш Да. используют. Да, но в данном случае это не транзакция, а адрес. Что думаете, что тут изменилось и что получили этот хэш? Ну, там использовали вот этот Меркл, наверное, и еще хэш предыдущего блока. Еще нонс. А это адрес Окей, вообще кошелька, да, какого-то? Адрес кошелька, да, адрес кошелька. Ну, при создании Шам- кошелька, наверное, я не знаю, там, может, сид-фразу хэшируют или еще Я что-то. думал, это адрес блока. Хэш блока. Это не блок, дайте подсказку. Шом, вы правильно говорите насчет сид-фразы, можете поподробнее, пожалуйста? Ну это чисто моя догадка была. То есть адрес создается в момент, когда мы сам кошелек, да, регистрируем, и в момент создания там сид-фразу дают, генерируют, которая используется для восстановления доступа. И я так подозреваю, что как раз ее, если хэшировать, то мы получим адрес кошелька. Да, шикарный ответ. Давайте вот
насчет... Сейчас. Но если это хэш-сид фразы, то как получаются адресы? Там же можно несколько адресов создать. То как получают при новом создании, но на тот же кошелек? Вроде только один адрес, одна секрет-фраза. Вроде нельзя одну секрет-фразу несколько кошельков использовать. Вы уже асимметричное шифрование проходили? Асимметричное шифрование проходили? Да-да-да, Короче, они понимаешь. в предыдущем слайде было. Да. В предыдущем. Да. Сейчас, Нео, давай вот сейчас хочу вот объяснить чуть-чуть в этом плане. Есть BIP32, это формат, там есть вот разные BIP01, 0, все что угодно, там 69. Самый популярный BIP32, 39, извините. Вот. И BIP39 это тут лист, то есть тут слова разные, которые были одобрены там программистами. Вот. И 12 из этих слов, или там 24, или там зависит от вас, от вашего приложения, и вы получаете приватный ключ. С одной сид-фразы можно получить бесконечное количество приватных ключей. А, И один приватный ключ это один адрес. Можете дома почитать, как берется приватный ключ из сид-фразы, там, потому что сид-фраза это рандомная, да? Там рандомные какие-то символы и цифры. А вот это люди могут понять и записать там. Вот. Можете дома почитать, то есть, как это получается, почему бесконечно, и, ну, все такое там, вопросы можете мне задать там в чатике. Вот. И, в принципе, то, что я хотел сказать, то Мурзахмед был прав насчет один приватный ключ и один адрес. То есть берем приватный ключ, там можете почитать формулу, как берется адрес, там есть какая-то, ну, криптографическая магия, и берется этот адрес. То есть это не блок, это берется от приватного ключа. Вот. И есть один моментик, то, что а, вот этот адрес, он какой-то странненький, да, непонятный особо. А можно и какой-то красивый адрес взять, там, TF, там, Алматы, что-то, ну, не Алматы, что-то красивое тут написать, или 111, что-то такое. Вот, и как это получается, то, что, то есть brute force, берется разные ключи, приватные ключи, и смотрят, окей, адрес нормальный, тот нет, тот нет, тот нет, вот, пока не получит адрес. Понятно ли? Скажи, адрес это публичный ключ к закрытому ключу. Все. Закрытый ключ это твой ключ к кошельку. Публичный адрес это и есть публичный ключ, с помощью которого можно шифровать данные, которые можешь прочитать только ты со своим закрытым ключом. Есть вот такие. Давайте вот посмотрим. Так. В принципе, окей, давайте потом я вам скину материалы насчет этого. Вот, давайте вот. Так, смотреть. То есть, вот это сообщение, да, вы валидируете через публичный ключ. Это понятно, что вы сделали, чтобы все поняли, да, вот этот человек сделал. Но приватный ключ, чтобы подписать эту транзакцию, чтобы только вы смогли это сделать, чтобы не другие, но чтобы другие смогли понять, что вы это сделали. Вот. Таким образом, это ну, криптография. Есть ли вопросы? Хотел вот задать вопрос. То, что вот я говорю, дома посмотреть, там, да, там, разные консенсусы, все это. а, Там у вас можете написать плюс-минус, там, будет ли у вас время, там, желание посмотреть, или там это скучно, вам не интересно, как бы. Тоже мне как интересно, ну, насчет наших интересов.
Окей. Позитивно. Вроде позитивно, окей. А, давайте тогда продолжим. Кто-нибудь, так, кто-нибудь как бы, Выкладку запланировать. давайте вот прежде когда вы вот были в свободное свое время и читали о блокчейне, да, вот про что вы читали, мне вот интересно, там про трейдинг, там что Binance в Казахстане был или то, что там криптографический новый метод вышел, который более безопасный, или про что вы читаете, когда про блокчейн? А можете ли написать в чате? Мне просто интересно, как вы проводите вот это время, когда думаете о блокчейне? Окей, окей, вроде понятно. Так, хороший ресурс, да, Binance Академия, Хабр. Так, давайте вот продолжим. Кто-нибудь знает, что такое форк? Это ответвление с дерева. Можно поподробнее, пожалуйста? Ну, допустим, есть главный блокчейн, допустим, условно говоря, какого-нибудь биткоина, и из него вытекает, там, допустим, эфириум, не знаю, полигон. Ну, может, и не так, но чисто в пример. Из эфириума, может, еще вытекает, там, допустим, BNB чейн и так далее. Это вот есть форк, то, что из дерева идет разветвление. Да, то есть, ну, про биткоин и эфир это уже разные блокчейны, и эфир был создан как с нуля, но можете вот посмотреть то, что есть биткоин и биткоин кэш. Кто-нибудь знает биткоин кэш плюс-минус? А, Это то есть ответвления, которые идут от одной криптовалюты и ответвляются, как бы становятся другой валютой? Или как? можно и так, и сейчас вот объясню. То есть называется, вот можете загуглить биткоин форк. Вот, лист по биткоин форк, это здесь Википедия. Так, тут такие, давайте вот сюда, наверное. Вот. Биткоин Notes, биткоин Dark, биткоин ABC, биткоин Core. Ну, короче говоря, был биткоин, да? Потом люди начали там его использовать. И кто-то сказал, мне этот консенсус не нравится, или комиссия не нравится, или майнинг, все что угодно. Начали жаловаться там, начали биткоин, да, вот туда пичить, там спорить, но они отказали. И что они сделали? Они просто создали свой блокчейн. То есть они берут вот этот блокчейн идет, вот блок, и они берут на два разделяются. То есть вот это теперь биткоин, а вот это теперь биткоин кэш. Или там вот написано, допустим, биткоин Gold, биткоин Diamond, там биткоин Core, Node, там SV, типа Satoshi Vision, да, вот. Разные, очень много биткоин. Вы тоже можете там, когда будет время, как создать свой биткоин форк, да, там. Раньше даже был сайт, создать свой биткоин форк. Но сейчас отключили, но раньше было там, просто кликаешь кнопки, задаешь название, сколько должен майниться и все. Так было легко.
Вот, и прям очень много стало, поэтому прям заспамили. А, И давайте теперь Ethereum Forks. Вот это эфир. Кстати, вот Шерхан, он обязательно должен быть под доменом биткоин. Если вы делаете форк, то а, на самом деле нет, но люди, это делается под маркетинговый ход, чтобы люди понимали, что вы форк от биткоина больше. Вот. А, Просто в этом случае. А так вы можете, это просто там код. Там вы можете все что угодно поменять. Название, все что угодно. Без границ. То есть вот эфир тоже можете почитать, там был вот этот DAO Fork, там вот это там Atlantis, Истамбул, там вот. И вот то, что вы сказали за DAO Fork 2016 год, все, что это было, то, что Ethereum сейчас есть Ethereum Classic и Ethereum. То есть можете дома почитать, почему это случилось, там побольше, поглубже пройдем. Но форк это когда вот делится просто. Очень легко создать. Если там время уделить, то я думаю, вообще спокойно поймете. Потому что очень много туториалов сейчас. Вот. И когда консенсус разрушен, то есть консенсус это когда люди же не соглашаются, не договариваются. Поэтому они делают, ну, допустим, да, вот есть какой-то большой риск. Это как Adidas и Nike. Там, они создали там по своей фирме, да, то же самое, говоришь, окей, я создаю свой блокчейн, если, ну, не нравится что-то. Вот. Или пытаешься договориться, на самом деле. Вот. Теперь хочу вот homework. А, Мы еще не сказали, допустим, про Bitcoin Lightning, что такое hard fork, soft fork, и про Monero я хочу, чтобы вы почитали дома. Можете там плюсик там, ну, я понимаю, все вы заняты, но кто там сможет уделить, можно плюсик там, чтобы я понял, что ожидать на следующем уроке. Окей, понял. Так, в принципе, что думаете? Думаете, осилите все, что было, там, вопросы, а, или думаете, это слишком сложно как-то, ну, прям непонятно? Просто вот, смотря как вы будете осиливать, да, там, а, мы будем задавать же темп же, то есть, если а, будете там сильно все осиливать, то там будем и пожестче, и глубже объяснять, а если не сможете, то придется как-то более как мягче объяснять, да, вот. Насчет практики я попозже скину, что надо делать, но в целом я хотел бы, чтобы вы покодили с RPC-шками, с веб-сокетами, если будет время, и там, не знаю, какой-то скинуть код. Я создам это задание в Google Classroom, чтобы вы этот скинули. И хотел уточнить одно. А, Я вот хочу, чтобы вы а, выполнили домашнее задание, а если не сможете как-то, или там что-то не поняли, пожалуйста, просто напишите в чате, да, вот, там, я вот не понял этот момент, или у меня вот не получается, у меня ошибка, что, потому что я все вот проверил, проверяю, и вижу, что иногда вот неправильно, и а, как, я удивляюсь, это вы не поняли, или как-то, или вы неправильно поняли, вот, понимаете, да, чтобы была консистенция тоже. А, Поэтому вот, сможете ли вы выполнить домашнее задание, да, вот, там сабмитить. А, если не сабмитить, то можете просто спросить там. А можно, кстати, вопрос Да, там да, да. в Google Доках обычно можно было добавлять код блоки, а в этой в домашке почему-то нельзя. Окей, сейчас я напишу. Секунду, я сейчас замечу себя. Можно, поди, скрин кода скинуть
таком случае. А, Кстати, я Да, вот советую всем открыть GitHub. А, GitHub, заходите в GitHub, тут есть вот штучка, называется, а, сейчас, секунду, загружается. Так, GIST, вот, можете создать GIST свой в GitHub, это все бесплатно абсолютно. И тут вот, секунду, как это было? Сейчас, вроде, help, окей, сейчас, да. Можете создать свой GIST, сейчас я забыл. GitHub, GIST. Окей. Так, заходим в GitHub, вроде, GitHub, так, тут где-то, можете вообще проект создать, да, вот, и там в проекте написать, типа, там, репозиторий, моя Decentraton, practice, да, допустим, и давайте тогда вот, а, ну, можем, если что, вот так, да, то есть Decentraton practice, создаю Не слышно, репозиторий, кажется. да, то есть я создам вот Decentraton practice репозиторий, давайте, кому вот удобно в GitHub, и все будете вот скидывать туда код, там, пушить, как сможете или как, или можете по одному там или как. Просто я хочу, чтобы вы видели код друг друга, да, чтобы не надо было туда скидывать, чтобы если там вы увидели код другого, вы сказали, окей, это не оптимизировано, давай я тебе помогу там вот так. Что думаете? Ну, по идее, так стоит, потому что рано или поздно придется изучить GitHub. Если тем Окей, более в команде кто-то будет работать. окей, так, тогда можете создать вот аккаунт в GitHub и скинуть мне вот никнейм, вот этот никнейм именно, как Салим Ален. Можно просто ссылку? Что-что? Просто ссылку скинуть. А, Да-да, я скину, имею в виду, я этот, окей, давайте тогда скину ссылку, окей, сейчас, секунду. Мне кажется, вы не поняли. Он сказал, можно ли просто скинуть ссылку на свой GitHub. Окей, затупил, сорян. Да, можно сейчас. Так, секунду. Так, тогда все вот, тогда вот давайте заходите и, в принципе, вот пушите свой код, да, там, если скинете мне свой юзернейм, я тогда вот добавлю вас как коллабораторов, чтобы вы смогли там пушить. Секунду. Так. Окей, вот, допустим, первый человек, да, вот Мурзахмет Смолов. Давайте тогда всех нас добавим и а, будем тогда работать как команда, будем как оптимизировать друг друга код, там смотреть, а, там, не знаю, может некоторые места там скопировать, да? Так, окей, тогда давайте вот буду вас потихоньку добавлять, вы пока скидывайте, зарегистрируйтесь. Есть вопросы перед этим, чтобы перед заканчиванием? Вопросов нет. Окей. Вот, окей, я хочу вот реально вас попросить, тогда давайте вот
будем вот как коллективно тогда ну, кодить и как задавать вопросы, да, думать как бизнесмены, как это все монетизировать, ну, как это будет полезно, как это продать, да, кому-то, или кому нужно это купить, вашу вот эту услугу, чтобы, ну, вы смогли заработать деньги, смогли найти работу или открыть свою компанию, просто а, и там, если вопросы, да, там, не стесняйтесь, просто там спрашивайте. Нету там тупой вопрос, там умный вопрос, там сложный вопрос, просто спрашивайте, и там, если что, подправим, или я подправлю, там, можно вот нагло звонить, просто там набирать. Вот я вот всегда онлайн на Дискорде. Тогда давайте закончим, да? Окей. А, можно фидбэк какой-то, там, как, как прошло, что поняли, как-то conclusion, да, какой-то, чтобы сделать? Вы замьючены, если что. Микрофон. Извините, можно какой-то фидбэк? Что вы хотите изучить в следующем уроке? Что вы изучили и, в принципе, в каком направлении хотели бы развиваться? Можно пару слов? Больше кода писать. А, Окей. Екатерина? У меня, в принципе, то же самое. Мне тоже больше практики, потому что сейчас слышу, Окей, без проблем. Допустим, Мурзахмед, там, Тимурлан, что думаете? Такого же мнения. Тогда давайте вот, если хотите больше кода, то давайте... а, да, Нурлан, хотели что-то сказать? Окей, давайте вот, если хотите больше кодить, то давайте вот, а, как сказать, а, так, чтобы вот, тогда вот, то, что вот сегодня показал хотя бы RPC, WebSocket, GraphQL, да, по кости хотя бы там с ошибками, да, или там, кто не понял хэш, закончите, да, там, и даже там ошибки, да, хоть давайте приведите вот следующий урок, там, окей, вот у меня ошибка, давайте вот дебажить, фиксить, если сможем, то вот сразу там, или кто-то вас подправит из аудитории, вот, чтобы, окей, давайте, если вы готовы к практике, то, в принципе, можем это сделать. Насчет Нурлана я хотел вот ответить. Первый раз я как заработал то есть через токены. Я ничего не трейдил, я создавал смарт-контракты. Вот, тогда вот ERC-20 токен, он был простой, я научился его делать, но дело в том, что многие вот люди, они не умеют кодить и не понимают некоторые концепты, и вообще там пугаются, да, когда видят код. Вот, или не знают английский, вот то же самое. И а, я вот там, когда начинал, я вот делал, там, помогал людям и даже не осознавал, что на этом можно заработать, и вот так получилось. Потом все сложнее, там, и глубже, и больше, как там оптимизировать ваш бизнес-процесс, что можно побыстрее, что можно подешевле, да, в газе, там, в эфире, чтобы сделать транзакцию или смарт-контракт, ну, все это. Окей, где это использовать? Практики больше. Домашнее задание каждому индивидуально. Насчет вот каждому индивидуально. Поэтому я вот так, что конкретно сделал, я прям детально не помню, но это вот просто токен, если 20 токен. А, вот. Так.
Окей, вы добавили сюда, окей. Все тогда, следующий урок будем кодить прям по-жесткому, и дома покодьте, вот, тогда вот поработаем с RPC-шками, хотя бы получите какие-то данные, покажите мне скрин, получили, если ошибка, покажите, вот, у меня ошибка, я пытался вот так, вот так, вот так, все равно не получилось, вот, мы, не волнуйтесь, мы не будем вот эту одну проблему весь урок, просто посмотрим и попытаемся решить, вот, максимально. Вот, разные данные получить, все, что хотите, вот, и все это пушить в GitHub, чтобы мы все смотрели, кто что делает, вот, и так, в принципе, все.